Быстрее, сильнее. До главного спортивного юноармейского соревнования остались считанные минуты. Команды готовы, квест-локации тоже. Обошел их с безупречным результатом председатель правительства республики Владимир Сластенин. Трехочковый. Последовали примеру председателя правительства и другие участники, так сказать, прощупали почву. В каждой команде по 10 человек. Ларина и Элина Дакшукины – участники школьной команды Кабардино-Балкарской республики. Девочки хотят связать свою жизнь со спортом, поэтому и решили принять участие в соревнованиях. Волейбол очень сильно нравится, хотя по росту не очень сильно выходим, но играем хорошо, да. А что сегодня желаете другим участникам? Желаем отличной игры, нам победы, конечно, удачи всем, да. Отличная игра и хорошее времяпрепровождение – это главный мотив проведения подобного рода мероприятий. Спорт – это универсальный язык, понятный всем. Через него можно выразить традиционные ценности, продемонстрировать командный дух, патриотизм и единство. И как же символично, что именно в Ингушетии состоялся первый фестиваль «Юнармия о спорте». И вот наступает момент открытия фестиваля. Настоящая ответственность и действительно значимый день. У каждой команды одна цель – прийти, заявить о себе и удивить. Задача фестиваля не просто популяризация физической культуры и здорового образа жизни, но и расширение кругозора участников. Пожелал удачи в спортивных баталиях глава Ингушетии Махмуд Али Калиматов. Юнармия – это то поколение, которое в будущем станет в ряды армии, в ряды инженеров, учителей, врачей. Профессия, кто как выберет и насколько будет способен продвигать интересы нашего государства, нашего Отечества России. Так вот, сегодня, в этот день, хотелось бы вам сказать, победит справедливо, кто сильнее и справедливо. Судьи, наверное, оценят. Успехов вам! Будьте сильными! Будущее за вами! Баргалоч. Одна из отличительных черт юноармейского движения – приверженность здоровому образу жизни. Сегодня ребята максимально погрузились в азы военной службы. Махмуд Али Калиматов отметил, что наша страна всегда славилась своими храбрыми сынами, и сегодняшние участники фестиваля – будущие защитники страны. Наша страна проводит специальную военную операцию, и вы это все знаете. И наши воины сегодня, воины Республики Ингушетия, Чеченской, Осетинской, Кабардинской, Дагестанской, да в целом Хабаровск, Камчатка, Калининград, все там, потому что так вынудили нас наши враги. Они подошли к нашей границе. Они подошли, и это угроза. И наш президент Владимир Владимирович Путин определил, что дальше продвигаться в нашей стране, к нашим границам нельзя. Потому что мы не допустим, как он сказал, войны на нашей территории. Не будет ее. И поэтому сегодня наши ребята и республики, я говорю, всей страны там находятся. Погибают, к сожалению. Как герои там отстаивают нашу жизнь здесь, мирную. У нас просто полагаться на вас, и полагаются все, на молодежь, я имею в виду в целом, и конкретно на юноармейцев, потому что дискредитировали понятие патриотизм. Начали, помните, в нулевых говорить, что патриотизм, кто-то там написал это убежище, это слово начали интерпретировать по-своему. А на самом деле это не слово, это состояние души и разума. Как ты относишься к своему дому, как ты относишься к своему селу, станице, городу, району и в целом стране. И поэтому патриотизм сегодня должен пронизывать души, каждую капельку крови в венах. Потому что это наша страна. У нас были примеры от поляков, французов, фашистов германских. И сегодня, представьте себе, Ленинград,
сколько там было блокады, сколько там людей умерло, погибло. И меня крайне возмущает, и, наверное, вас тоже, 120 километров в прибалтийских странах стоят опять танки немцев. Вот какова, видите, им бы на коленях по сей день просить прощения. 27 миллионов людей погибло. Нет, они не оставляют возможность, чтобы мы ослабли. Они мечтали и развалили Советский Союз. Теперь у них замыслы развалить Россию. Не получится. Не получится. Потому что наши воины сегодня на передовой отражают атаки нацистов. И это, как все говорят, и это не пафос. Мы победим все равно. Ингушетию с проведением первого фестиваля «Юнармия в спорте» поздравил российский гимнаст, олимпийский чемпион Токио 2022 Никита Нагорный, а также многократная чемпионка мира, Европы и России по легкой атлетике Татьяна Лебедева. Для нас это первый шаг. Впервые мы проводим юнармейское спортивное мероприятие. И большая честь, что мы это делаем в Республике Ингушетия. Знаете, в каждом спортсмене есть истинный патриот. Так же, как и в каждом патриоте есть спортсмен. Сегодня я вижу настоящих лидеров, настоящих патриотов нашей страны. Я хочу пожелать вам, чтобы вы сегодня проявили все свои спортивные качества. Дорога в 1000 километров начинается с первого шага. Сегодня вы стоите на старте большого жизненного пути, интересного пути. Я хочу пожелать, чтобы вы широко, смело шагали по жизни, не боялись ошибаться, учились новому, познавали этот прекрасный, удивительный мир, были достойными гражданами, защитниками нашей страны, верили в себя и никогда не сдавались. В добрый путь! И вот после всех этих напутственных слов наступает кульминационный момент мероприятия. Перед стартом по традиции жеребьевка, по итогам которой командам присваивают порядковые номера. Команды готовы, а значит пора приступать к заданиям. Еще раз, команда юнармейцев. Те, кто получили квест-карты, сбор в центре. Бурное обсуждение на родном языке. Один участник отвечает за скорость, другой за количество бросков, а кто-то за сбор автомата. Соревнование – это своего рода квест-игра, которая состоит из нескольких пунктов. Здесь, к примеру, борются за титул лучшей волейбольной команды. В числе участников от нашего региона и Камила Айтукаева. Во-первых, все в первую очередь захотели играть в волейбол сами. Команды более сплоченные, люди более добрые. И настроение у нас просто отличное, шикарное. Помимо волейбола, здесь и сдача норм ГТО, дриблинг-паркур, футбольный снайпер, баскетбольная дуэль и баскетбольный снайпер, настольный теннис. Названия говорящие и не менее интересные. Всего в фестивале за Кубок юноармейский атлет соревнуется порядка 200 команд. Инициаторами фестиваля является главный штаб юноармии совместно с общественной организацией «Икспорт». На территории региона уже как организатор выступает непосредственно правительство Республики Ингушетия в лице Комитета по делам молодежи совместно с нашим региональным отделением юнармии. В локацию начисляется несколько баллов в зависимости от уровня сложности. Непростая и эта задача. На очереди участники из Кабардино-Балкарии. Ребята хотят показать лучший результат. Мой рекорд 16 секунд. При сборке автомата главное не волноваться. Сможешь продемонстрировать сейчас это? Да, конечно. Организаторы фестиваля и наставники уверены, самое главное здесь не победа, а само участие. Для молодежи это очень полезно. Почаще бы таких мероприятий бы, и, наверное, будет все хорошо у нас, у молодежи тем более. Для поколения спорт нужен по-любому. После всех физических нагрузок в формате полевой кухни гости рассказали свои истории побед юным спортсменам и дали пару советов. Призеров наградили кубками и медалями, а участники показали отличную подготовку. Хавагагиева, Асхат Белакиев, Новости 24.